Игорь Батькович, короче, вчера и сегодня, что народ видел, у всех глаза на лоб лезли. Говорит, неужели не боитесь, что заморозится на реке? Я говорю, мы верим прогнозу. Прогноз сказал, эта неделя теплая должна быть. А 9-10 у нас маленькие речки, в принципе, все встали. Замерзали, там минус 8 было. Вот как думаешь, прогнозу верить можно? Мы по прогнозу вытаскивали лодку, что дожди пойдут. Хрен какие дожди. В общем, верить верь, как хочешь, а сами будем смотреть, что Да. было. Припрет, кедрине вовсе сразу драпать. Опыт жизни подсказывает, оставаться там, ой-ой-ой, а у нас уже здоровье не того. Ну ладно, у нас, в принципе, если рыба попадет, хорошо, а так у нас хозяйственный поход. А то весной приедем, дров нету, хоть немножко попилить надо. Бензопилу взял, новую свечу выписал в интернете, купил, пробовал, заводится, первый сорт. Осталось доехать и не остаться там с морозом. О. Так, полет нормальный пока. Ну не мы одни заморозка не боимся. Народ ездит. 18 октября, сегодня 1,2 плюс, поэтому одеваемся потеплее. Два свитера. На реке жарко не бывает. Меховую безрукавку, зимнюю куртку, спас-жилет. А холодно будет, еще плащ одену. Самое хреновое в этом походе, достаточно поздний. Вода мелкая, блин. На корягу наскакивал, вроде на винт намотал, сейчас посмотрю. Есть немножко, сейчас почищу. По маленькой воде ездили, винт такой маленький стал. Но пока таскает. Да, а по мелкой воде как раз маленьким винтом удобно ездить. Фу. Ну что, сейчас едем дальше. Слушай, я оделся, а я весь в поту. Я меховые рукавицы даже скинул, блин. Жарко. Мелкая вода и много дергаться приходится. В том-то и толкаться. Фу. Но ехать можно, в принципе.
Поехали. 15 минут 4. В 4 темно. Ну, у нас последняя ходка наверх. Ну что, поехали. Ух ты, сопротивляется. Ты что, песок? Не лишний груз захватываешь по дороге. Фух. Валерий, у меня предложение, смотри, я вчера засек, в 4 уже темно, а сейчас полчаса осталось. Давай ты до избушки дотопаешь, а я груз до болота дотащу. А ты ее дотащишь хоть? Дотащим. На спину села, Ага. дотащим. Ну, передавай привет избушке от меня. Я попозже. На другой стороне реки какой-то интересный одиночный след. Достаточно редкий шаг. Частит, то бишь. Так, отсюда не очень понятно. Но тот, кто шел, может даже не один. Похоже, лоси, брызги песка летели. Ноги волочил. Ну, не лень ему через коряги было переправляться. Так, ну, речка пока. Рано или поздно встретимся. Так, ну, самое сейчас, что нас поджимать будет, это короткий световой день. В 6 утра темно, в 4 часа вечера тоже темно. Надо будет успевать. Так, ну вы ждите, а ведро мы возьмем. Чай надо пить? Надо. Вот лето какое. Болото почти конец октября, все еще суховатое. Иду, никого не трогаю, вдруг смотрю, блин, мостика нету, мамма мия. Аж дрогнул. Совсем забыл, что я его сам переместил. И слегка усовершенствовал. Ну, так, это потом подальше вот к нему. Так, ведро оставляем. Ура! До избушки дошел. Без 5-4, темные сумерки, но еще видно. Ладно, это я переборщил, 5 темно. Но свет дали. Без 5-5 уже критически темно. Так что нам до 4 кровь из носа выходить надо к избушке завтра и последующие дни. Ладно, я за водой. Фонарик взял. Приличная темнота. Ну, на сегодня чайник и ведро хватит. Главное дорогу увидеть в темноте. Фонарик поможет. Не, надо засветло делать это. А то корневища там всех их не увидишь. Всех их не увидишь там. Так и стараются за ногу зацепиться. Ну что, свет дали, воду принес. Все-таки в темноте не особо хорошо ходить. Там эти корни так стоят, гады. Хочешь не хочешь, потыкаешься. Так. Ну это помощник. Дровина это, чтобы дольше горело. И на растопку. Ну мы не любители бандеры, которые любят продаваться, блин, и потом в холоде жить, когда все разрушено. Поэтому сейчас тепло дадим. В общем, с того похода мы 13 дней гуляли, сейчас появились. Ты градусник смотрел, я как пришли, там 3,5, что ли, где-то вокруг него крутит. А я сейчас подходил. Да, тоже 3,5. Тепло, можно сказать. Но лучше тепло с печкой.
Мне интересно другое. Неделю назад в Москве снег выпал. А где наш снег? Снег хитрый. В Москву, наверное, через Да. Африку прошел. Наверное. Не зря показывают, там где-то 1000 лет воды не было, все залито показывали. А, Так что где-то снег там проскочил. вывод. Наш север стал самый классный для жизни. Жара бывает летом, плюс 30. Ужас, какая жара. 40-градусные морозы долго не бывает сейчас. Ну что? Севенчин Володя уехал в отпуск на юга к Черному морю. Приехал с отпуска, нас увидел. Вы, говорит, где были? Он бледный с Черного моря, можно сказать, перед нами приехал. Ой. Отпуск закончился, и он позагорать на север приехал. Ну, достаточно быстро сейчас согреется.